Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь мы Его молим, лишь Его просим о помощи, лишь у Него просим прощения. И поистине того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. А того, кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и посланник. Аммабад. А после. Дорогие братья, в нашей жизни нас постигают различные беды, различные испытания. Где бы то ни было. В бизнесе, в жизни, в отношениях, в семье, в отношениях отца и детей, отца и дедушек, бабушек, в дружеских взаимоотношениях. И эти испытания, они неизбежны. А как же иначе? Ведь это жизнь, жизнь испытаний. И ведь Аллах говорит, а вы разве считали, что вот так вот просто войдете в рай? До того, как Аллах узнает, Аллах знает лучше всего, до того, то есть как проявите вы сами себя в этой жизни. И Он узнает, кто из вас действительно борется на Его пути. И действительно, кто из вас является терпеливым. Или в другом аяте, где Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ба'дауду билляхи минаш шайтани раджим, валяннаблюваннакум бишайин миналь хауфи». И мы вас непременно испытаем. Непременно. Нун ат-таукид. Адат ат-таукид. Усиление значения. Чем? Бишайин миналь хауфи. Страхом. Валь-джу'и. Голодом. Онакси миналь амваль. Тем, что у вас будет недостаточность будет, недостатком в имуществе, валь-анфуси, валь-тамарат, жизнях и плодах, то, чего вы обретаете. А потом Аллах хвалит тех, которые говорят «Инна лиллах ва инна илейхи раджиун». Тех, которые говорят, когда постигают их эти испытания, поистине мы принадлежим Аллаху, поистине мы возвращаемся к Аллаху, что бы то ни было, какое бы испытание ни было. И именно об этом качестве верующего, об этом качестве мусульманина я бы хотел поговорить. Это вот его обращение, его нутром, сердцем к Аллаху Субхану ва Тааля. Оно в нашей религии имеет достаточно точное описание, точное определение. И это действие относится к деяниям сердца. И это действие называется аль-инаба. Переводят по-разному, в русских переводах, во всяком случае, на русском языке. Я смотрел Кулиев, он переводит обращается к Аллаху. Но на самом деле возвращается к Аллаху. Аль-инаба, возвращение к Аллаху, это довольно интересно. Что значит возвращение к Аллаху? И это сифа, это описание, это качество, как его Аллах Субхану ва Тааля подчеркивает в различных аятах. В частности, он говорит «мунибина илейхи». Те, которые возвращаются к Аллаху, а вернее здесь даже имеется в виду «возвращайтесь к Аллаху». «Мунибина илейхи» – «возвращайтесь к Аллаху». Или где Аллах Субхану ва Тааля описывает Ибрагима, алейхиссалям, что он есть муниб, возвращающийся к Аллаху. Что это значит? Это качество. Имам аль-Мауирди довольно так глубоко копает в этом. И он говорит, аслул инаба, основа возвращения имеет, возможно, имеет два смысла. Первое этимологически от слова наб. Наб значит клык, нечто острое.
И он говорит, здесь имеется в виду инкита, то, когда человек обрывает абсолютно все, обрывает все связи, мирские имеется в виду, и полностью возвращается после того, как оборвал эти связи, эту зависимость к Аллаху Субхану ва Тааля. Ну а второе, от глагола наба янубу, возвращаться, то есть прямой смысл. Оба эти смысла, они об одном и том же. На самом деле они друг друга дополняют и подчеркивают. И в этом заключается как раз-таки смысл инабы, смысл возвращения к Аллаху. Поэтому каждый из нас, какое бы он испытание ни проходил в этой жизни, будь то в чем бы то ни было, как я уже это упомянул, если он истинно верующий, если в его сердце живет этот таухид, живут слова «Ля иляха илляллах Мухаммада Расулуллах», он это будет делать. Он будет возвращаться к своему Господу. Он будет связывать все свои надежды, все свои чаяния, все свои мольбы с Аллахом Субхану ва Тааля. Но обратите внимание, здесь тонкость есть. Мольба – это одно. Чаяние – это другое действие. Надежда – это еще третье действие. Но вот это возвращение – это отдельное действие. Это связь с Аллахом Субхану ва Тааля. Он будет ожидания все свои связывать с Аллахом Субхану ва Тааля. Но не будет связывать это с чем-то мирским. И по сути это есть изюминка таухида, изюминка слов «Ля иляха илляллах Мухаммада Расулуллах». Когда нас постигла беда, испытание какая-то, трудность, и мы все оставляем, обрываем все эти связи, обрываем все, возможно, какие-то ожидания от того, от этого, пятого, десятого, и полностью связываем себя, возвращаемся к Аллаху Субхану ва Тааля. И таким должен быть мусульманин. И мы не должны никогда очаровываться в чем-либо, в ком-либо, что связано или кто связан с этим мирским, что является по сути творением. Ибо настолько, насколько мы очаруемся в этом, поверьте, настолько же и разочаруемся. И лишь тогда мы вкусим сладость веры, когда свяжем это свое сердце и будем очарованы лишь тем, в ком не разочаровываются. То есть в Аллахе Субхану ва Тааля. Инаба бывает двух видов, как подчеркивают это ученые. Первое инаба, первое возвращение к Аллаху, инаба ли рубубиятихи. Инаба с его господством. Мы знаем, что таухид бывает трех видов, да? Есть трех видов. Один из видов – это рубубия. Это господство Аллаха. Так вот, есть два вида, исходя из такой классификации таухида. Я говорю такой классификации, потому что есть и другая классификация таухида. Но это другая тема. И в этом виде инабы, возвращения к Аллаху, как верующие, так и неверующие участвуют. Интересный момент. Что здесь имеется в виду? Всевышний Аллах говорит: и вот когда людей настигает вред, беда, они что? Обращаются к их Господу. И здесь же он употребляет это слово мунибина илейхи, возвращаясь к нему.
Хотя они, по сути, есть неверующие. Да? Это то, о чем говорят атеисты. Даже с экранов телевизоров, признаваясь в этом. Да? Что когда турбулентность на борту самолета, он вдруг вспоминает про Господа. Но этого, естественно, недостаточно. Настоящая инаба, это как раз второй вид, это та инаба, которая связана с улюхия, с тем, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха. И именно эту инабу, это возвращение у нас должно быть в сердце. Именно оно есть показатель нашего полноценного имана. Чтобы прочувствовать то, о чем я говорю, чтобы больше понять, или лучше понять, глубже понять, это вот возвращение к Аллаху, ему предшествует что? Покаяние. Но покаяние – это отдельное действие сердца. Отдельное деяние сердца. И на это указывает имам Ибн аль-Кайим, рахимахуллах. Он говорит, тот, кто заполучил степень таубы, раскаяния, и встал на эту ступень, то есть, тот заполучил все степени ислама. Потому что если таубу сделал, то все двери перед ним открылись. فَإِذَا اسْتَقَرَّتْ قَدَمُهُ فِي مَنْزِلِ التَّوْبَةِ, а коль его стопа утвердилась на степени раскаяния, то он после этого спускается к степени инабы, к степени возвращения к Аллаху. И это Всевышний Аллах велит в своей книге. И далее он приводит те аяты, которые я уже приводил. Инаба, возвращение к Аллаху, это есть качество всех пророков, посланников и аулия Аллах, и приближенных рабов к Аллаху. И мы уже привели аят, где Аллах Субхану ва Тааля описал Ибрагима: «Инна Ибрагима ла халимун аввахум муниб». Поистине Ибрагим был выдержанным, смиренным и возвращающимся, обращающимся к Аллаху. Или вот что сказал Шуайб, алейхиссалям. Аят гласит так: «Вама тауфики илля билля». И мой тауфик, мой успех зависит лишь от Аллаха. «Алейхи таваккальту». На него я уповаю. «Ва илейхи униб». И к нему возвращаюсь, обращаюсь. Или что сказал Давуд, алейхиссалям. И вот он упал в рукуэ и возвратился. И просил до этого прощения. Или в другом аяте, где Аллах Субхану ва Тааля велит: «Ва анибу иля раббикум». И возвращайтесь, обращайтесь к своему Господу. «Ва аслиму лаху». И полностью покоритесь Ему. До того, как настигнет вас наказание, а затем вы не получите поддержку или помощь. Или в другом аяте, где Аллах говорит: те, которые отстраняются от тагута и не поклоняются Ему, «Ва анабу иля Аллах», и возвращаются к Аллаху, «Лахумуль бушра», их ждет благая весть. «Фабашшир айбат», обрадуй же рабов. В инабе, возвращении к Аллаху, заключается счастье. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: не желайте смерти, ведь поистине этот приход суров. Ведь и поистине счастье – это то, когда жизнь раба бывает долгой, продолжительной. И то, когда Аллах дарует ему это качество, инабу. По сути, что такое инаба? Очень интересно, тоже описывает это имам Ибн аль-Кайим, рахимахуллах. Что он говорит? Он говорит: «Аль-инабату хия укуфу аль-кальби аля Аллахи азза ва джаль». Это то, когда сердце
привязывается или останавливается подле Аллаха, то есть связано с Аллахом всемогущим и великим. Кя'тикафиль бадани филь масджид. Подобно тому, как тело вы оставляете в мечети, да, когда вы уединяетесь во время атикафа. И никуда не уходите, только находитесь в мечети. А суть этого заключается, истина этого заключается в чем? Когда вы привязываете свое сердце к Его любви к Аллаху, к поминанию Ему, к возвеличиванию Ему. Когда вы полностью делаете так, что ваши части тела подчиняются, покоряются Ему в искренности и в следовании Его посланнику. А тот, кто не привяжет свое сердце лишь к одному Аллаху, останется привязанным к различным истуканам, образно говоря. То есть к чему-то помимо Аллаха, да упасет нас Аллах от этого. Какая польза вот из того, что мы сказали? Что дает это качество верующим? Ученые подчеркивают следующие моменты. Во-первых, инаба – это показатель полноценности веры. Это показатель того, что раб Аллаха думает хорошо о своем Господе. Это показатель того, что он желает идти по верному пути и хочет хочет стойкость в этом верном пути. Это показатель праведности, благочестия раба Аллаха. Это путь, ведущий в рай. И, как я уже подчеркнул, показатель стойкости на пути следования Аллаху. Почему мы все эти темы поднимаем? Почему, в частности, я эту тему поднял? Потому что, как я уже подчеркнул, так или иначе в этой жизни мы проходим через испытания. Мы вроде бы делаем что-то, стараемся сделать что-то, но у нас не получается. И наступает такой момент, как будто бы опускаются руки. И хочется опустить руки. И вот этот момент должно срабатывать это. Возвратиться к Аллаху. Удалиться. Если жалобы есть, пожаловаться Ему. Если есть ожидания, озвучить Ему. Если есть просьбы, прошения, просить у Него. Именно в таком духе посланник Аллаха воспитывал своих сподвижников. Я имею в виду тот момент очень сурового испытания, на самом деле, да, когда пророк уходит последним вместе с Абу Бакром, покидает Мекку. Чтобы запутать следы, идет в обратном направлении, нежели направление Медины. Предпринимает все необходимые меры. Это важный момент. И вот, когда они уже в пещере, и, казалось бы, на их след напали уже, и, казалось бы, как говорится в некоторых сообщениях, если бы он нагнул, посмотрел бы, он нас увидел, да? Их нашли. И Абу Бакр испугался. Вот пророк, как его успокоил? Он ему сказал: «Ля тахсан, не огорчайся, не печалься, Аллах с нами». Это же по сути вот то, о чем я говорю. Это та инаба, о которой я вам говорю. Поистине, в день Джума есть такой момент, в который Аллах Субхану ва Тааля непременно принимает мольбы. Я надеюсь, что Аллах Субхану ва Тааля даст нам такую возможность, и мы застанем этот момент. Просите прощения у Аллаха, ведь поистине Он прощающий.
Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Поистине лишь мы Его молим, лишь Его просим о прощении. И поистине того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет. И поистине, кого Аллах пожелает вести в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. Амабад, как я уже упомянул, один из основных плодов инабы, и то, на что я хочу обратить внимание, это стойкость в религии Аллаха. Твердое следование религии Аллаха, невзирая на какие-либо испытания. Это то, в чем нуждается умма сегодня, потому что зачастую у нас какие-то ожидания космические. У всех разные. У кого-то от Турции Эрдогана, у кого-то от Саудовской Аравии, у кого-то еще от какого-то шейха, у кого-то еще от кого-то. Но это неправильно. И это не так должно быть. И вот когда ты видишь, или он видит, что там что-то не так, его начинает подкашивать, как бы. Он начинает терять, как бы, почву из-под ног, потому что он связал свои какие-то великие ожидания с кем-то, с чем-то. Но истинный мусульманин не таким должен быть. Обратите внимание на тот случай, который произошел в битве при Ухуде. Пустили слух, что умер посланник Аллаха, что убит посланник Аллаха. И многих мусульман пошатнуло это. Многие мусульмане просто сели и начали говорить: убит посланник Аллаха. Но нашлись те стойкие, которые пришли и сказали: если даже убит посланник Аллаха, встаньте и умирайте за то, что, к чему призывал посланник Аллаха. Именно такими должны быть мы с вами. Или вспомните тот случай, когда действительно умер посланник Аллаха. Действительно. И эта весть начала распространяться. И опять все мусульманское общество это всколыхнуло. И даже Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: тот, кто говорит это, я ему отрублю голову, как это упоминается в некоторых источниках. И лишь правдивейший Абу Бакр остановил это. И он сказал: поистине тот, кто поклонялся Мухаммаду, Мухаммад умер, но тот, кто поклонялся Аллаху, ведь Аллах живой, он не умирает. И Омар, услышав эти слова, как будто бы отрезвел, как будто на него вылили кипяток. Да, и он признается в этом, он говорит: словно я услышал этот аят впервые. Именно такими мы должны быть с вами сегодня. Невзирая ни на какие испытания, невзирая ни на какие трудности. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он даровал каждому из нас это качество, чтобы Он дал возможность прочувствовать сладость этого качества. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал это качество нашей неотъемлемой чертой.